Зооморфный орнамент. Как все люди древности, первобытные жители степей верили в то, что изображения почитаемых животных являются оберегом. Можно не изображать все животное, а только часть его тела, и это тоже может помочь. Многие народы верили в особую силу рогов. Не случайно головные уборы царей украшались рогами. Сегодня забавно читать, что рога у самых разных народов – египтян, германцев, шумеров, да почти у всех были знаком могущества, мужского начала. Шлемы с рогами носили цари, и когда Александр Македонский пришел в Азию, в рогатом шлеме все сразу решили, что он бог. Так что быть рогоносцем было почетно. Вот только некоторые знаменитые рогачи. Кстати, обратите внимание, у Зевса бараньи рога. А если вспомнить, зачем аргонавты плавали в Колхиду, за золотым руном, бараньей шкурой. Так что баранов почитали не только кочевники. В берильских курганах на Алтае были захоронены кони в масках с рогами. А ведь кони сами по себе были самыми почитаемыми животными у степняков. И тулпар, крылатый конь на шапке золотого человека, тоже с рогами. Самый распространенный элемент зооморфного казахского орнамента – мюиз – рога. Орнаментальный мотив бараньи рога, кошкар, мюиз, украшает юрты и городские жилища, одежду и посуду. Самое древнее изображение бараньих рогов сохранилось на керамике Андроновской, 2 тысячелетия до нашей эры, и Бегазы Дандыбаевской, 1 тысячелетие до нашей эры, культур. Когда-то это было пожеланием богатства, потому что именно символом земного благополучия считался баран. Кроме барана, символом благополучия в среднем земном мире был верблюд, поэтому элементы, связанные с ним, встречаются нередко. Есть традиция украшать одежду мужчины, который отправляется в путь узором след верблюда. Я назвал только несколько элементов зооморфного казахского орнамента. На самом деле, одних только вариантов мюиз есть несколько. Сломанные рога, ветвистые рога, оленьи рога и так далее. А есть еще другие элементы, связанные с частями тела. Птичий клюв, кустумсык, позвоночник, амыртка, роговидный завиток от кызбе. Если человек желал кому-то счастья, свободы, то дарил подарок со знаками кусмурын, птичий клюв, кусканат, птичье крыло. Если девушка, выйдя замуж, присылала родителям подарок, украшенный узором птичий клюв, это значило, что в новом доме ей хорошо. Иткуйрык, собачий хвост им украшали мебель, вход в жилище, в соответствии со своим названием он выполнял охранные функции. Говорят, он и дружбу символизировал. Известно же, собака – верный друг.